Сегодня, иншаллах, наша тема будет о зикр, поминании Аллаха Субханаху ва Тааля. Зикруллах, поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Эти темы, которые мы передаем или призываем, или учим, хотелось бы, чтобы мы не только приходили, как мы сказали, эту хутбу, и уходили. То есть человек, когда до него доходит что-то полезное, должен это хоть чем-то взяться за это, делать это, стараться. Но, субханаллах, каждый раз видно, мы стоим на месте, нету такого результата, которого хотелось видеть. Говорили о благонравии, о любви Аллаху Субханаху ва Тааля. Элементарные вещи каждый день, каждую пятницу, несколько замечаний. Вот эти машины, которые или на дороге, нам еще написали какие-то чуркивые, это что проколят ваши шины. Это не просто так отделать нечего. Написали, потому что мы это заработали, потому что наша вина. И вот тоже, субханаллах, хадис хотел, несмотря это не к нашей теме, но всем это было известно, какую награду ждет мусульманин, который придет сюда пешком. Конечно, мы не требуем, чтобы пешком пришли там из 10-20 километров, но хоть часть хадиса, чтобы мы взяли и сделали. «Ман гассаля вахтасаль, вабаккар вабтакар, вамаша валам яркаб». Тот, который умылся утром, и рано утром встал, умылся, приготовился, и рано пришел пешком. Даже в этом хадисе, это специально хочу привести, в этом хадисе четко подчеркнуто пешком и не сел. Конечно, если есть возможность. Если нет, то хотя вот у нас там большое пространство, где-то остановка, где-нибудь, хоть давайте часть этого хадиса возьмем, припаркуем где-то немножко 100 метров, 200 метров и возьмем ажр. И знаете, какой ажр? Фалаху бикулли хутва, каждый шаг, если мы немножко у нас иман, то мы пешком пришли бы 10 километров. Каждый шаг, сделанный вот такому, год, он поклонение ему пишет. 1 год, киямуха ва сияма. И намаз читал целый год, и пост держал. Каждый шаг. Давайте хоть 100 шагов, 50 шагов сделаем, и сделаем эту парковку подальше. Вот заезжая, тоже не хотим каждый раз каждому объяснить, свои или чужие. Люди там становятся, места нету. Если у нас было бы, мы не говорили бы. Вот это первое замечание. Второе же замечание, я боюсь забыть, дуа нашему брату Эльдару. Его там осудили, говорят, несправедливо, или что-то подбросили. Иншаллах, Аллаха просим, чтобы он и его, и всех нас защитил от несправедливости. Насчет зикра, тема зикра тоже такая щепетильная тема сегодня. Почему? Потому что из этой зикры, поминания Аллаха, зикруллах, это очень высокое, очень великое дело, зикруллах, это поминание Аллаха. Но, субханаллах, как любое благое дело, шайтан очень работает над благим делом, чтобы это сделать каким-то, как говорится, отталкивать людей к каким-то крайностям. Многие могут подумать, если я сейчас скажу, даже я когда писал вот эту хутбу, даже написал следующие слова, сейчас обвинять, что я призываю к чему-то, или я закрываю кому-то что-то. Зикруллах — это высшее качество мусульманина. Поминание Аллаха. Человек, когда печален о чем-то, заинтересован о чем-то, его болеет, чем его душа болит, какая печаль и забота, что у него в сердце. Если он любит машину, он знает, пока еще не вышла эта машина, он знает, какая лошадиная сила и что и как. Вот точно так же мусульманин, который поминает Аллаха,
поминает Аллах, он будет всегда, если у него в сердце есть Аллах, любовь к Аллаху, то у него на языке будет зикруллах. Конечно, из этого зикра сделали разные, тянули его вправо, тянули его влево. И не поймешь сейчас, просят они или требуют, как говорят, или что делают. Вот некоторые пошли так сильно начали делать эти зикры, что, как говорится, отошли как псевдо, скажем, да, в крайности, как взяли и нарушили и суть, и смысл. Точно так же пошли другие, которые называют себя салафитами, скажем, или последователями пророка Мухаммада, саллаллаху, которые думают, что любой зикр, любой тасбих, любое дело деланное, это тоже какое-то суфийское. То есть у нас очень большая проблема вокруг зикра. И мы, альхамдулилля, как дали целую хутбу, что мы, иншаллах, стараемся, придерживаемся этой золотой середины. А эти крайности не признаем, но Аллаху отдаем те, которые придерживаются этим, считаем их своими братьями, которые отошли к каким-то крайностям. Но постараемся держаться в середине. Ла ифрат ва ла тафрит. Это не только в вопросе зикра. В любом религиозном вопросе обязательно. Это слова Ибн Аль-Каима. Когда Аллах Субханаху ва Та'аля приказывает своим рабам что-то, шайтан обязательно начинает с двумя видами оружия. Или тянуть его, ифрат или тафрит. Это какую-то чрезмерность и какое-то упущение. И это неприемлемо. Из-за этого зикруллах, это как сейчас мы будем объяснять, насколько важно мусульманину, чтобы у него на языке было слово или имя Аллаха Субхану ва Та'аля. Аль-иман, дорогие братья, вот очень прошу обратить на интересную и очень важную вещь. Может быть, было это сказано, но так как это важно и будет это в будущем еще говорится об этом. Иман ученые делят на 3 уровня, если можно сказать, на 3 этапа или на 3 категории. Есть у нас имани, верующий, вера. То есть у нас иман делит на 3 категории. Есть первая основа, фундамент. Есть вторая категория, это то, что строится на этот фундамент. Если образно говорить, то можно представить как дом. Есть фундамент, есть стены, есть крыша. Это и называется по шариату иман. Или даже еще ближе можно привести пример. И в Коране много приведено примеров. И это важно, чтобы приблизить вот это представление. Как ученые это передают, как дерево. У дерева есть корни, которые мы не видим, есть ствол и есть ветки. Точно так же любое дело, еще раз подчеркиваю, это очень важно, если это поймете, много проблем уйдет. Где иман? Почему иман? И если это понять, вот эту, то можно понять и грехи, категории грехов. То есть то, что касается основы, это те грехи, которые выводят с ислама. И мы сейчас постараемся объяснить вот эти 3 категории, скажем, или 3 вида, или 3 уровня этого имана. И желательно представить себе дерево, да, и чтобы это приблизить картину это. У нас корни, которые вкратце, можно сказать, затрагивают или включают в себе слово «Ла иляха илляллах», которое мы сказали, не подлежит обсуждению. То есть то, что касается «Ла иляха илляллах», то есть вера в Аллаха, единого Аллаха, любовь к Аллаху, возвеличие Аллаха, упование на Аллаха, это то, что касается корня. Но сегодняшняя тема не касается. У нас после этого идет ствол, как мы сказали. То есть это как в человеке можно понимать следующим образом. Сердце как корень дерева. А деяние, которое исходит от раба, это как ствол. То есть сердце у нас иман, а деяния у нас на деле видны, да. Намаз, пост, закат. И у нас ствол, и потом у нас ветки, да. Ветки это плоды от имана. И сегодняшняя тема тоже касается, или можно приблизить сюда. У этого же имана зикруллах. Что значит поминание Аллаха?
Что значит? Кто будет поминать Аллаха? Кто? У того, у кого есть внутри любовь к Аллаху. Любит он Аллаха, хочет он Аллаха, ждет он, надеется, просит. То есть внутренняя боль, внутренний иман толкает его говорить. Как мы привели пример, точно так же, если кто-то любит какую-то женщину, ему всегда нравится, когда о ней говорят. Это известно и очень нетрудно это понять. Точно так же человек с иманом, его слова, его дела, что он будет говорить, что он будет слушать, это будет связано с иманом. Точно так же у нас вот эти три категории связаны с зикром. Если у человека есть иман, у него на языке будет зикруллах. И у него на языке будет зикруллах. А тот, у кого нету иман, или иман слабый, как Аллах Субхану ва тааля язкурун Аллаха, когда описывает мунафиков. И Аллаха просим, чтобы не сделал он нас из них, но очень близки. Посмотрите, как Аллах Субхану ва тааля описывает мунафиков. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. И лишь немного поминают Аллаха Субхану ва тааля. Это качество, вот мунафика можно узнать по его качествам, по его признакам. И одно из важнейших качеств, что он поминает Аллаха очень мало. И сейчас мы, иншаллах, начнем аяты, потом эти хадисы, которые Аллах требует от нас, чтобы мы поминали Аллаха. И когда у пророка спросили, где наш Господь, в плане, как нам взывать Господа, громко или тихо, Аллах Субхану ва тааля ответил: وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي. Если они просят, спрашивают обо мне, فَإِنِّي قَرِيبٌ, я близок. Если они спрашивают тебя обо мне, я близок. «Уджибу да'вата да», и я отвечаю тем, которые взывают ко мне только одному. «Фальястажибу ли», и пусть они отвечают мне. Вот этот ая, очень, можете этот перевод читать, даже будет лучше и толкование. Посмотрите, Аллах Субхану ва тааля, как направляет нас, что мы должны делать. Где Аллах? Что нам от Аллаха? Где Он? Что нам делает? Аллах Субхану ва тааля отвечает: если они тебя спрашивают про меня, я близок. Уджибу да'вата да'и иза да'ан. И я отвечу тем, которые взывают ко мне. То есть просят у него, взывают, обращаются к одному Аллаху, он отвечает. То есть все в наших руках. Взываем, он ответит, он гарантирует, он дал. «Фальястажибу», пусть они слушаются меня, делают то, что я повелевал, и я отвечу. То есть мы тоже целую хутбу прочитали, что вина всего этого, всего, что мы сегодня находим на самом последнем этапе, это наша, это не тех и не других, наша вина. Почему? Потому что мы не знаем, как взывать, кого взывать, зачем взывать. И мы, иншаллах, постараемся сегодня немножко приблизиться к этому. «Фазкуруни», в другом ае Аллах Субхану говорит: и поминайте же меня, «Азкуркум», и я вспомню о вас. Аллаху Акбар. Вспоминайте, говорите обо мне, напоминайте, делайте между собой, сами, группом, когда сидите вместе, говорите, поминайте обо мне. И я вспомню. И вспомню, то есть я с вами. И что у нас? Если у нас Аллах, что нам не хватает? И если он с нами не Аллах, что у нас? «Фазкуруни азкуркум», и поминайте же меня, и я буду вспоминать о вас. В других хадисах эти аяты были. В хадисах четко изложено: я, говорит Аллах, ма'a абди, с своим рабом, хайзу закарани, тот момент, когда он поминает меня. Я со своим рабом. Мы все говорим, что мы хотим быть с Аллахом. Валлахи, у нас есть возможность. 24 часа есть у нас возможность, но мы из этих 24 часов 1 час не даем Аллаху, остальные 23 часа даем себе, своему душу, своему сердцу, своим страстям, потом жалуемся. Почему иман слабый? А какой иман хочешь? Посмотрите, любое дело, 1 час делай хорошее, 23 плохое. 1 шаг вперед, делай 23 назад. Почему не идем вперед? Как понимать? Из-за этого у нас открытые двери. Мы не говорим сейчас 24 часа сидите в мечети, не говорим.
Но всегда, даже привычка у этих арабов, хотя у них много таких хороших дел, не так уж много, если на то, как должно было быть, но, субханаллах, на языке у них, хотя иногда и лицемерно, есть эти слова, субханаллах, Аллаху Акбар. То есть, когда они встречаются, прежде чем начинают с тобой говорить, да простит тебя и твоих родителей, и твоих близких, Аллах даст тебе, то есть вот эти, давайте научитесь. И, кстати, шайтан придет обязательно, ты хочешь показать себя там таким, стал уже святошей, оставьте шайтана, научитесь, бисмилля, это пишется, не только пишется, когда ты говоришь, Аллах с тобой, если Аллах с тобой, шайтана нет с тобой, если нет шайтана, ты на прямом пути. Ибн Аббас говорит, шайтан сидит у Ибн Адама, сидит сзади, вот сидит и ждет момента, когда он забывает, он не сидит сзади у нас, он сидит в нас сейчас. Ибн Аббас говорит, он сидит, во время сидел за спиной и ждал момента. То есть они всегда были с Аллахом, шайтан ждал. А сейчас мы ждем Аллаха, шайтан у нас сидит и нету у нас. Посмотрите, шайтан сидит и ждет момента. Вот когда человек забывает Аллах, он заскакивает и не сидит там, сложа руки, делает свое дело. Инна лилляхи малаика. Послушайте этот интересный, очень такой интересный хадис. Инна лилляхи, поистине у Аллаха ангелы ходят, летают, ищут, это достоверный хадис передает Бухари Муслим, ищут места, где делают зикр, где поминают об Аллахе Субхану ва Тааля. И когда находят это место, окружают это место со своими крыльями до этих небес, до первого неба, да. Потом они ждут, окружают, все приближаются, когда находят место, где поминают Аллаха, до первого небес этого дунья, и пока эти люди сидят, поминают Аллаха, они так сидят. Когда они расходятся, идут к Аллаху, и Аллах всезнающий спрашивает, где вы были. Они отвечают, были мы у тех рабов, которые поминали о тебе. Аллах у них спрашивает, а видели они меня? Они видели меня? Они говорят, нет, не видели. А что бы они сделали, если бы видели меня? Ангелы отвечают, вспоминали бы еще больше сделали бы язык. И что они просят у меня? Они просят у тебя рай. А видели они мой рай? Нет, не видели. А что бы они сделали, если бы видели мой рай? Старались бы, сделали бы, просили бы больше. А что они просят, чтобы я их сохранил? От чего? Они боятся твоего огня. А видели они мой огонь? Нет, не видели. А что бы сделали, если бы видели мой огонь? Старались бы сохранить себя, защитить себя больше. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, я свидетельствую, я даю слово, я свидетельствую вам, что я простил их всех. Что я простил их всех, ни греха на них больше. Один ангел говорит, но среди них есть чужой, который мимо, проходя, зашел что-то взять, что-то спросить. Аллах Субханаху ва Тааля отвечает, эти люди возлюблены мной, мои рабы они, я их полюбил, я их всех простил их и тех, которые приблизились к ним. Сегодня у нас очень большая возможность, если мы будем воспользоваться. Это поминание, достоинство, величие поминания Аллаха Субхану Тааля. Хорошо, это сунна или фард, или хорошо, или плохо. Что ждет того, кто не поминает, ему относится небрежно, безответственно вот, на зикруллах? Аллах Субхану Тааля отвечает, «Ваман а'рада ан зикри», и тот, который отвернулся, от Аллаха, от поминания Аллаха, «Фаинна лаху», поистине ему, «маишатан данка», тяжелая, тяжкая жизнь. Аллаху Акбар. Суть тяжести жизни. Почему все не идет? Ничего не идет. Все вверх, наоборот. Аллах обещает, тот, который отвернулся от поминания Аллаха, фаинна, это умноженный вид, инна поистине, то есть там могло бы сказать, ему будет неладно. Нет, инна поистине, ему уготовлено в этом дунья, это первое наказание. Маиша, жизнь, данг, это тяжелое, трудное наказание в этом дунья.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ и в судный день نَحْشُرُهُ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И в день воскресения он станет слепым. Он не будет видеть, он слепым. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Скажет: о Аллах, что я сделал, почему я сегодня слепой? Аллах Субхану Тааля скажет ему: «Кадалик, вот-то, ататка аятуна». Тебе пришли мои знамения, мои аяты. Ты слышал, когда ты был живой, в этом мире слышал все. Вафанасита, но забыл, пренебрегал, оставил, отвернулся. Кадалика, леомастунса, и сегодня тебя забыли. Субханаллах, нельзя это. Вот это сунна, это о братьях сейчас идет речь. Сунна, это не делать сунна. То есть сунна у нас стало понятие такое, не делать сунна. Фард делать сунна, это не делать сунна. Посмотрите, каждый раз, когда мы должны, как говорится, прибавиться, приблизиться, мы каждый раз берем сотни этих хадисов. Один хадис хватит мусульманину. Один хадис хватит мусульманину, если он мусульманин. И миллион хадис не поможет, если сердце как в следующем ае, вавайлун и горе. И горе, лиль касия. Касия это черствые, это жестокие, каменным сердцам. Это ая в Коране. Мин зикрилля, когда им дают поминание, наставление о поминании Аллаха. То есть, когда слышишь, когда ты говоришь: астагфируллах, Аллах, прости. Прости, я сделал, я натворил, и нету у меня никого и ничего, кроме тебя. Это поминание, ученые говорят, дверь между рабом и его Господом. Насколько будет он стучать, Аллах ему откроет. А когда оставит, зачем ему открыть это? Он, если не хочет. И пока раб стучит, Аллах открывает дверь своему рабу. Один день пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, едет куда-то, и с ним какой-то сахаби, и его этот верблюд, и что-то споткнулся, и он сказал: «Тайса аш-шайтан». То есть это сейчас речь идет о зикре, и то, что противоречит зикру. Если у тебя есть зикр, если у тебя ты поминаешь Аллаха, шайтана нету. Забыл о Аллахе, шайтан есть. И он сказал: «Тайса, да будет погублен этот шайтан». То есть списал на шайтана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: не говори так. Когда шайтан слышит такое, он начинает возвышаться, увеличиваться, как большой дом. И говорит: с моими силами я это сделал. То есть ты даешь ему: а скажи бисмилля. Когда вот бисмилля, субханаллах, Аллаху акбар, астагфируллах, я ахи. Это надо, это счетчик у тебя, доллары капают. Если каждый, субханаллах, был бы доллар, сколько у нас? Каждый у нас был бы миллионером, да? Субханаллах, у нас есть миллиарды, и можем туда отправить, субханаллах, и ничего не стоит. Из-за этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не скажи: да будет погублен шайтан. Ничего шайтан не делает. Скажи бисмилля, и этот шайтан становится как муха. Да, мы говорим о зикре, да, зикр, насколько это лучше. Конечно, важно или лучше крепость мусульманина. У каждого в кармане, не дома, а в кармане должно быть. В кармане. Это минимум, если не в голове. Должно было в голове, но, скажем, нет возможности, например, а в кармане. Субханаллахи ва бихамдихи. 2 слова. Субханаллахи ва бихамдихи 100 раз что стоит? 10 минут? Тот, который сказал Субханаллахи ва бихамдихи, 10 минут потрудился, губер от ухода, списывает все его грехи. Все грехи ушли. Нету ни одного греха, Субханаллах. Конечно, речь идет о обычных, небольших и страшных грехах. Страшные грехи с таубой. Таубу делал, все, списали. А эти, которые мы видим, слышим, говорим, что приходит в голову, что мы делаем, это все списывается. 100 раз, субханаллахи ва бихамди. Трудно? Валлахи, не трудно. Калиматан, говорит пророк, 2 слова. Хафифатан, очень легкие на язык. Ватакилатан, очень тяжелые в весах благодеяния в судный день. Хабибатан лир-Рахман, и очень любимый Аллах. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахи азим. Трудно? Валлахи, не трудно. И тот, который не сделает это, если ему это не дойдет сейчас, не доходит, валлахи, это уже нехороший признак.
Если бисмилля сейчас, с этого дня, с этого часа начну, не оставлю, если у каждого внутри такое нету, это уже нехороший признак, субханаллах. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Все наилучшее, самое наилучшее, что сказал я и до меня все пророки, то есть слово сказанное Мухаммадом, саллаллаху алейхи, и до него все ла иляха иллаллаху вахда ла шарика ла. Конечно, все знают его смысл. Ла иляха, нет божества достойного поклонения, иллаллах, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. 3 слова, 4 слова. Нету, ты говоришь слова пророка, самое наилучшее, что было сказано на этой земле. Мухаммадом и до него, всеми пророками, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, о зикре много, не будем у вас время брать, у вас крепость мусульмане переполнена. И то еще раз повторяю, не только крепость, у нас все, сейчас переводы есть. Все эти наставления, субханаллах, сейчас нету. Раньше все говорили, если бы знал бы арабский, я бы все книги перечитал. Не надо сейчас арабский, все на русском есть. Клянусь Аллахом, когда готовлю эту хутбы, и сам себе говорю, а что мне сейчас говорит? Все люди знают, все люди уже читали, что новое. Раньше это было интересно, там люди не понимали, не было переводов, и ты приходил, объяснял, и это было открытием. Но сейчас у всех есть переводы, а читают, не читают, это уже второй вопрос. Это не будем. И клянусь Аллахом, до этого, если был у человека повод сказать, я не знал, о Аллах, прости, я не знал. Сейчас такого нету. Сейчас такого нету. Узубиджах, то есть оправдание перед Аллахом из-за жахла, из-за незнаний было, если у тебя нету. Ты не знаешь и нету возможности знать. Ты не знаешь и нету возможности знать. А если есть возможность знать, извини, это уже не оправдание. Это однозначно. Почему? Потому что никто ничего не знает, если он не будет учить. А сейчас вот перед нами есть все. Все, Сахих аль-Бухари есть, Муслим есть, все эти толкования, то есть уже все есть. По одной странице, ради Аллаха, отдайте Аллаху день, 10 минут, 15 минут. Да, переполнено, знаю. В этих пробках, в этих, на работе, валлахи билляхи можем. Клянусь Аллаха можем. Поминать Аллаха можем. По полстраницы, по 10 строчек читать можем. И, конечно, мы это призываем к знаниям, да, а не так, чтобы это знания у нас были, потом не знали, как машину поставить, или не знали, как что делать, как себя вести. Здесь вот перед этим не кучковаться, перед этими окнами не разговаривать. Здесь вокруг нас не мусульмане, не мусульманам должны показать этот ислам, как пророк показал. Нигде пророк не выходил с братвой показать, какой он. Он, наоборот, приглашал и еврея, и христианина, садись сюда. Дорогой, кушай со мной. Покушал, слышишь? Меня Аллах послал. Вот так сказал. Возьми, если хочешь, это дуня и тот вечный мир. Все. Субханаллах, это имидж сегодня, имя этого ислама от нас, особенно, которые считаем себя последователями сунны, уроком для других. В общем, Аллаха просим, чтобы Он дал нам правильные знания и помог нам воплотить эти знания и простил нас и наших родителей. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Алхамдулиллахи нахмаду ва настаину ва настагфиру. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Сегодняшняя тема очень длинная, но старался вкратце назвать заглавление, какие главные главные места упомянуть, чтобы человек, который хочет дальше продвинуться, чтобы у него было возможности. Насчет зикра, или мольбы, или просьбы, или взывания Аллаху Субхану ва Тааля, когда мы узнали, что это хорошо, это лучше, остается и когда, то есть у этого зикра, поминания Аллаха, хотя это 24 часа открыто, но есть свое время, где ты близок к Аллаху, и Аллах близок к тебе.
есть время, есть место, есть положение. То есть, и мы вкратце постараемся, как Аллах Субхану Тааля это сообщил нам в Коране, «Вабиль асхари хум ястагфирун». И во время зари, то есть до утреннего намаза, тахаджуд, вот это время они просят Аллаха. И мы все знаем хадис, который Аллах Субхану Тааля спускается на это небо и говорит, это третья часть, последняя часть ночи, когда говорит, есть кто-нибудь, хочет, взывает, просит, и я даю. Вот этот момент, то есть моменты, то есть время, есть время Йом Джума, сегодняшний пятничный день, есть между азаном и икамой, есть места, где Аллах открывает двери. Аллах Субхану открывает двери. Это тоже важно знать. Есть тоже вид положения, как человек лучше, как говорится, ближе к Аллаху, ответить ему Аллах. Это стать как в сторону киблы, поднимать руки, когда Аллаха просишь. И, конечно, не столько с языком, в присутствии сердца, чтобы знал, что ты просишь, у кого есть, у того, кто дает, слышит, видит, он видит тебя, он слышит, и как ты бы стал перед ним, если бы ты его видел? В то время он тебя видит. Хафду саут, понижение голоса, не надо кричать, не надо кричать. Уд'у раббакум, и просите вашего Господа тадарруан ва хуфья, смиренно, покорно, с тихим голосом, со страхом и желанием. Ученые объясняют, тадарру это смиренно, покорно, опуская голову, руки поднимаем, то есть просим Аллаха, просим, понятно слово просим, да, а не требуем, просим Аллаха Субхану ва Тааля. Конечно, есть тоже этика этого дуа, да, жазм, то есть решительно и убежденно, что Аллах слышит и даст. Ла якул ахадукум, пророк говорит, пусть из вас никто не скажет, Аллаху магфирли инши, Аллах, прости меня, если захочешь. Пусть это никто не говорит и не приходит в голову. Шайтан играет, а ты кто, чтобы тебя простил? Ты вчера натворил, позавчера натворил. Ну скажи вот, нет, Аллаху магфирли, Аллах, прости меня. Нету у меня другого Аллаха, кроме тебя. Сделал я и признаю свою. То есть не надо вот сомнительно вот это. Убежденно, решительно. И есть тоже исрар, то есть настойчиво. Один раз, 2 раза повторять, 3 раза повторять, 10 раз, утром, вечером. То есть не надоедать, то есть не говорить, о, все, уже я вчера, позавчера спросил, на 2 месяца вперед. Я уже отдыхаю. Нету у нас. Постоянно, настойчиво, повторяя, еще. Почему? Потому что ты можешь попасть вот этот момент, когда Аллах откроет двери милости. Конечно, ихлас, истинно. Конечно, у Аллаха единого. И тоже очень интересный момент. Начало дуа и конец дуа. Не начать с просьбы. Аллах, дай. Сначала восхваление Аллаха, потом салат пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть предисловие красивое, как у нас Фатиха, бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи рабби. Все это восхваление, вознесение. Потом начинаем, ияка на'буду ва ияка. У тебя мы просим. То есть до и после, чтобы было восхваление Аллаху субхану ва тааля. Конечно, много чего туда входит. Аклю таиб, то есть халяльно, кушать халяльно. Тот, который хочет, чтобы его дуа было отвечено и дано ему, пусть знает, что кушать халяль. Я Муаз, атиб мат'амат, Муаз говорит, пусть кушает это халяльное, разрешенное, дозволенное, тустажаб да'ватак, будет тебе ответ. Это тоже немаловажно. Раддуль хукук, то есть отдать, то есть не ущемлять права. Если у тебя есть какой-то хак, право вернуть, какой дуа, кого ты просишь, если гнев Аллаха над тобой, если ты взял чужое. То есть это тоже, если человек хочет, чтобы его дуа приняли, он должен знать, достоин я это. Или я делаю все, что хочу, потом списываю это, да. Нет у нас это. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаха, просите Аллаха, антум мукинуна биль иджаба, и вы убеждены, что ответит. И в другом хадисе пророк говорит, Аллах непременно ответит, если там не будет какой-то призыв к грехам или какой-то разрыв отношений. Если эти 2 вещи не будет, да, непременно ответит или сейчас, или сейчас, или в судный день, когда тебе это еще намного будет нужно, или уберут ту беду, которая нависла на тебя. То есть непременно Аллах отвечает на дуа. И Аллаха просим, чтобы Он дал нам
чтобы нас сделал теми, которые отвечают на наши дуа, и чтобы нам дал правильные знания, и чтобы простил нас и наших родителей. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.